собрались для того, чтобы отметить и вспомнить наших дорогих, тех, кого мы знали, и тех, кого мы не знали, но они отдали свои жизни именно из-за того, что они являлись этническими чеченцами, ингушами. А сегодня точно так же уже второй год такую же трагедию переживает наш братский украинский народ. Вся вина украинского народа в том, что они хотели построить свое государство, в том, что они хотели жить самостоятельно и определить свой путь в дальнейшем, ориентируясь на общечеловеческие ценности. Но однако это очень не понравилось ихнему соседу, который посмотрел на них совершенно с другой стороны. Это практически было повторение того, что произошло с нашими народами несколько десятков лет назад. Именно в Чечне из чеченского народа стала возрождаться новая, так называемая псевдодемократическая Россия. На самом деле эта страна не меняла своей сути, она меняла формы, но никогда не меняла свою суть. Она оставалась человеконенавистнической империей, и вот она заново возрождалась, начала возрождаться именно в Чечне, и уничтожая и убивая чеченский народ. Сегодня 79-я годовщина депортации чеченцев-ингушей, год начала полномасштабной агрессии против украинского народа и против Украины. И мы сегодня вспоминаем всех тех, кто отдали свои жизни в результате вот в этой жесточайшей войне и в жесточайшей несправедливости, которая творила Россия и продолжает творить по сегодняшний день. И мы сегодня всем миром говорим, что нет фашизму, нет русизму. До тех пор, пока будет существовать Российская империя, эти войны, эти трагедии, эти траурные дни не перестанут существовать. Еще в 1994 году Джохар Дудаев сказал одну фразу: сколько можно отмечать трауры. Со дня соприкосновения наших народов с Россией, с Российской империей, мы все время в нашей истории остались только одни дни. Дни траура, поминание жертв этой агрессии со стороны России и ихнего ненавистнической политики по отношению ко всем народам. И сегодня эта же участь выпала и на долю украинцев. Но я уверен в том, что если 30 лет назад мир не понимал и не осознавал, с кем имеют дело и что такое, и мировые лидеры, западные лидеры всех стран задавались вопросом, кто мистер Путин, who is мистер Путин. Но сегодня всему миру стало известно, кто такой мистер Путин и что такое Россия и русисты. И я уверен в том, что начиная с прошлого года мир изменился в лучшую сторону. Мир будет меняться в лучшую сторону. И мы становимся свидетелями того, что эта Россия, эта кровавая Россия, ее сроки истекают, и она перестает существовать. Я уверен в том, что с исчезновением с карты мира этой страны, которую мы знали до этого дня, до начала агрессии против Украины, эта страна перестанет существовать, потому что мир осознал пагубность этой страны. Мир осознал того, что эта страна ни в коем мере она неисправима, потому что и сегодняшний Путин в России, и Сталин в свое время, эти люди были востребованы тем обществом, которое заселяет эту территорию. И поэтому сегодня мир делал очень правильные акценты. Война идет и войну ведет не Путин с украинским народом, войну ведет Российская империя с украинским народом, но эта война объявлена против всего цивилизованного мира. И я уверен в том, что с этого дня время меняется, мир меняется, люди изменились. И вот последние 2 недели стали явными показателями этого. То, что мир сегодня однозначно заявил о победе украинского народа и об этой победе, и какова она должна быть. Мир недвусмысленно заявил о том, что мир наступит только на условиях Украины и украинцев. Слава Украине!
Слава Ичкерии! Мы дожили до этого дня, и я уверен в том, что мы станем свидетелями больших перемен. Слава Чеченской Республике Ичкерия! Смерть врагам! Очень скоро на параде Победы в площади Свободы в Киеве под командованием господина Зеленского будет парад Победы над империей зла. Слово предоставляется премьер-министру Чеченской Республики Ахмеду Закаеву. Сегодня 79-я годовщина со дня депортации чеченцев и ингушей и годовщина начала российской агрессии против Украины и украинского государства. Вероломное нападение России на независимую Украину, совершенное 24 февраля 2022 года, продолжается. Уже год доблестные вооруженные силы Украины ведут героическую борьбу против оккупантов, но враг продолжает агрессию, мобилизуя на фронт новые силы. Украина вступила в смертельную схватку с коварным врагом русским фашизмом. Над миром нависла серьезная опасность. Что необходимо для того, чтобы устранить опасность, которая угрожает всему человечеству? Враг жесток и неумолим. У него нет никаких норм и ценностей, кроме варварского стремления к господству. По своему цинизму и алчности он превосходит все формы человеческой безнравственности. Если кто-то думает, что эта война его не коснется, то глубоко ошибается. Результат войны скажется на всем мироустройстве. И необходимо, чтобы все люди мира поняли всю глубину опасности, которая угрожает цивилизации. В связи с этим от имени правительства Чеченской Республики Ичкерия и от лица ее вооруженных сил хочу заявить, у нас лишь одна единственная цель – уничтожить русских нацистов и все следы нацистского режима. Ничто не сможет нас остановить. Мы будем сражаться с нашими братьями-украинцами, пока с помощью Всевышнего не избавим землю от русского нацизма и не освободим народы от его гнета. И все, кто участвует в этой борьбе, получают нашу помощь. Но любой человек или государство, которое симпатизирует русскому нацизму, наши противники. Мы обращаемся к братским народам Северного Кавказа с призывом
поддерживать и придерживаться такого же курса и всячески саботировать насильственную мобилизацию на войну в Украине. Если же кавказцы хотят проявить свою военную доблесть, давайте воевать вместе против русской колонизации Кавказа, против тотальной несправедливости, против лицемерия и лжи и кремлевских ставленников. Мы должны освободить Северный Кавказ от русского ига и его продажных приспешников. Мы должны объединить в этой борьбе, следуя заветам наших предков, сражавшихся в армии шейха Мансура и имама Шамиля. Враг будет разгромлен, победа будет за вами. Победа Украине и победа всему цивилизованному миру. Слава Всевышнему, слава Украине! Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Russia is a terrorist! Russia is a terrorist!